В эфире новости Юлия. Здравствуйте. Экономические санкции против России постоянно нарушаются на протяжении всей войны в Украине. До вторжения России за подобные повторяющиеся нарушения ежегодно выносилось лишь несколько приговоров. Однако на данный момент таможня расследует около 900 таких дел. Контрабандисты все так же продолжают перевозить товары, несмотря на закрытие восточной границы. Например, в Россию пытались перевезти дроны, запчасти, а также предметы роскоши. Kyllä sitä tapahtuu koko ajan, eli suomalaiset yritykset vie sitten Baltian kautta tai sitten etelämpää Euroopasta tai jopa Aasian puolelta tavaroita Venäjälle. No siellä on merkkituotteita, jos puhutaan vaikka vaatetta ja laukku- tai urheiluvälineistä, jotka on siis kalliita, jotka saattaa olla pakotteiden piirissä. Ja sitten korkea teknologia saattaa olla vaikka droneja tai jotain muuta vastaavia sen tyyppisiä tavaroita. Таможенной собакой 2024 года стал лабрадор-ретривер Йоппе. До закрытия границы он работал на пропускном пункте между Финляндией и Россией. Теперь собака вместе со своим напарником Кимо Пентиненом ездит по различным таможенным отделениям в портах и аэропортах страны. Йоппе – одна из 4 собак в Финляндии, обученных искать сигареты. Он также помог раскрыть крупное дело о контрабанде наркотиков. После завершения карьеры пес останется жить у напарника как домашний питомец. Vuoden tullikoira Jope joutui aloittamaan reissuelämän reilu vuosi sitten, kun itäraja meni kiinni. Aiemmin Jope työskenteli pääasiassa Niiralan rajan ylityspaikalla, mutta nyt se joutuu matkustamaan vuodessa kymmeniä tuhansia kilometrejä. Jopen kanssa aika helppo matkustaa. Sen kanssa helppo mennä ja tulla. Hotellissa yöpyy, niin tosi helppo. Sängyssä nukkuu. Jope on koulutettu etsimään savukkeita. Vuoden tullikoirapalkinnon Jope sai tasaisen varmoista tupakkalöydöistä satamissa ja lentokentillä. Reissutyön takia koirakko tekee eri puolille Suomea noin 30 työmatkaa vuodessa. Totta kai sitä toivoisi, että pallautuisi normaalisti, että ei näin paljon tarvitsisi reissata, mutta kaikki kyllä sopeutuu näihin reissuihinkin tosi hyvin. Seuraavaksi Kimmo Pöntinen ja Jope suuntaavat työreissulle satamaan Etelä-Suomeen. Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем телеграм-канале. По данным министерства, Украина начала атаку в воскресенье около 9 часов утра. Целью является предотвращение продвижения российских войск. Также в субботу вечером неопознанные беспилотники атаковали крупнейший морской торговый порт России Усть-Луга, расположенный в Финском заливе. Об этом сообщает Американский аналитический центр Институт изучения войны. Точной информации о принадлежности дронов или их происхождении пока нет. В Финляндии дети редко меняют школу во время учебы на начальной или средней ступени. Об этом говорится в исследовании университета Турку. Смена школы часто связана с желанием перейти в учреждение с более углубленным обучением. Некоторые ученики меняют школу из-за травли, что встречается чаще среди жертв буллинга, чем среди обидчиков. Управление образования отмечает, что причиной могут быть также проблемы с вентиляцией, трудности в отношениях с друзьями или недовольство родителей уровнем образования. И о погоде на завтра. Понедельник в основном пройдет без осадков. На востоке и севере легкий снег. На юге и в западной Лапландии прояснится. По всей стране будут морозы. И это все на сегодня. До свидания.